Уважаемый Леонид Николаевич, уважаемые коллеги, я от имени руководства, от себя лично, от блока, который курирую в правительстве, поздравляю вас с юбилейной, огромной юбилейной датой, яркой датой Академии наук. Действительно, 300 лет – это немалый срок, но при этом надо признать, что наука в нашей стране, в нашей родине, Российской Федерации, Якутии всегда была, как говорится, авангардом больших достижений. Без изучения, без должной оценки нету прорывных идей. Благодаря отечественной науке были и победы, были большие достижения, мировые достижения. Вот касаясь нашей республики, отечественная наука никак не могла обойти такую большую территорию, как нашу республику. Сегодня в современном мире, конечно, безусловно, опять же, нельзя обойти такую отрасль, как наука и ученых людей. Мы, тем более, когда мы сейчас строим, возводим, делаем, внедряем новые технологии, без оценки, без экспертной оценки научного сообщества нету, как говорится, прорывных идей и больших достижений. Курируемые мною отрасли – это что жилищно-коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, транспорт, строительство. Конечно, это тоже мероприятия, которые сопровождаются научной оценкой, экспертизой. И в этом плане я очень горжусь, дорожу тем, что наша отрасль, правительство в целом, очень плотно работает с наукой. И за что вам всем большое, огромное человеческое спасибо. И мы должны всегда идти вместе. Конечно, я уверен, что у нас совместный большой путь. Этот путь будет продолжен и людьми, которые продолжат нашу жизнь, наши дети, внуки, правнуки всегда будут в этом плане с наукой. Спасибо, с праздником, с юбилеем. Вот 300-летие Российской Академии Наук – это, я считаю, одна из таких очень интересных и в то же время поучительных дат. Действительно, 300 лет – это очень большой срок в жизни человечества, в жизни вообще развития общества. Все эти годы, все эти 300 лет, сама история развития, сама история существования Российской Академии Наук показала, что именно наука является одним из основных движущих сил развития всего общества. То состояние, в котором в настоящий момент находится наша Россия, наша Российская Федерация, было бы невозможно. Российская наука определила успехи развития общества до Октябрьской революции. Именно наука определила решающее значение развития общества после Октябрьской революции. Даже если обратить внимание на развитие нашей республики, если вспомнить 20-е годы, 30-е годы, то без этой первой экспедиции Российской Академии Наук на территории Якутии у нас фактически не было бы того плана развития всей республики. Именно лидеры нашей республики, они определили тогда и, так сказать, дали возможность науке принять самое активное участие в разработке путей развития нашей республики. Практические
рекомендации, которые были даны в 20-30-е годы, во многом определили весь путь развития нашей республики. Надо сказать, и это же и было положено в основу развития всей Российской Федерации, всего Советского Союза. Это те успехи, которые были и в индустриальном развитии, развитии освоения совершенно новых направлений, такие как изучение космоса, изучение богатств, недр Земли. Сейчас стоят очень серьезные проблемы в освоении арктической зоны. Сейчас поднялся на новый уровень освоение недровых богатств нашей республики. 300 лет российской науки – это, конечно, одна из фундаментальных дат, которую надо отметить. Это дата, которая может послужить основой воспитания молодого поколения. Это дата и те мероприятия, которые будут проведены, они показывают и должны показать молодому поколению россиян пути нашего дальнейшего развития и пути, освоения вот тех направлений, которые нам жизненно необходимы. Я считаю, что это одна из фундаментальных дат, которую мы просто обязаны отметить достойно и придать этим празднованиям те направления, которые нам сейчас крайне необходимы. Это консолидация общества, это патриотическое воспитание, это те достижения в области науки, которые нам позволят выдержать те нагрузки, те проблемы, которые возникли в последнее время. Это мое глубокое убеждение. Спасибо. Дорогие друзья, 300 лет – историческая дата, которая навеяна параллельно с великой историей России. Основание Петровской академии. Можете себе представить, что 200 лет Российской академии наук – это 100 лет назад отмечали. То есть тех людей, которые присутствовали при этом, уже нет в живых, они в памяти нашей. И вот за эти последние 100 лет самые прорывные события, начиная от первых спутников, полетов, гидроэлектростанций до освоения космоса и современных инновационных IT-технологий. Величайший прорыв, великие люди. Я в этой плеяде хотел бы выделить только в своем плане. Для меня выдающими людьми являются это Мария Складовская-Кюри и Николай Иванович Вавилов. Это из нашей отечественной истории. История, которая хранит память, и она должна держать всю нашу Российскую империю в лучших версиях этой страны и людей. В начале XVIII века император российский, великий Петр I, мы его называем Великий, еще потому, что он создал Академию наук и художеств. В 1724 году он, конечно, прекрасно осознавал, что Россия для того, чтобы стать передовым государством, необходимо новые научные знания. И поэтому по опыту и французских мыслителей, просветителей, и немецких ученых, вместе с великим немецким ученым Лейбницем он создал Академию наук и художеств, которая еще имела 3 составляющие. Там был университет, гимназия и Академия наук. И вот художественная образовательная составляющая только отпала от Академии наук в начале XIX века. И очень важный момент, вот 18 век – это начало великих экспедиций, как раз вот освоение наших восточных рубежей, и мы будем праздновать, может быть, в скором времени 400 лет начала освоения, 1632 год. Все великие экспедиции были из Якутска, это очень важный момент. А для нас сегодня что важно, что 3 века наука показала свою мощь,
И практически все прорывы, которые были вот у России, и мы отставали свою независимость в ходе вот, Великой Отечественной войны и так далее, практически были благодаря научному знанию.